Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Треугольник. Как мужчина поживает с соперницей, что происходит у них дома, у них в постели. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпке. Посмотрите на песочек, загадайте на мужчину, так и спросите, что происходит у мужчины с соперницей, как живет, что у них в доме, что у них в постели. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Ну-ка, песочек, покажи мне, что же происходит у мужчины в доме, в постели, в жизни. Так. А мужчина-то порченый. Слушайте, мужчина порченый идет. Кого вы мне тут загадали? Вот это классика, понимаете? Вот это классика, по которой я отказалась от клиентов. Я не знаю, говорила ли я на этом канале, может быть, на другом говорила. Стали приходить ко мне такие вот девочки с очень большими проблемами. И поскольку я, например, не занимаюсь больше ни магией, никакими обрядами, процессами, я очень сильно за них потом переживаю, да, как сложится, как получится. Что я хочу сказать? Вот здесь классический пример того, что мужчину испортили. Смотрите, над мужчиной, вот он вышел здесь вверху, над ним висит, беда, да, что тут скажешь, беда над ним висит. Мужчина полностью испорчен, мужчина полностью под контролем и под властью той, кто его портила. Также вот смотрите, внизу картинка говорит о том, что у него, возможно, совсем скоро в жизни начнутся проблемы. Проблемы либо по здоровью, либо очень большие неприятности случатся. Человека украли из жизни, украли из семьи, украли из социума. То есть та, кто его сейчас около себя держит, она его магическим путем привязала. Вот здесь прям, я не знаю, 90% того, что намагиченный человек. Очень сильные обряды, очень задействованы здесь большие энергии, такие сильные, мощные, дьявольские энергии. Денег много уплачено. И знаете, что самое страшное? Она какая-то психически нездоровая. И ей как будто бы мало. Ей мало, и она постоянно ходит по разным, не знаю, магам, оккультистам, эзотерикам. И она как будто постоянно добавляет. Плюс, а у нее еще энергетика очень такая тяжелая. И у нее, вот как у человека неадекватного, да, вот обычно люди с психическими расстройствами, они очень сильны в магии. Вот ихняя воля, она идет как законом. Понимаете? Здесь все подключено, все возможности. Зачем ей нужен этот человек? Она в нем видит будущее. Вот она за него зацепилась. Ей казалось, что она с ним будет счастлива, что он будет выполнять ее волю, что он хороший, завидный жених, что он будет ее содержать, прочее, прочее, прочее. По факту получилось так, что она его получила, она его замагичила. И понятно, что с замагиченным человеком счастья не построишь. У них все плохо. И она все время думает, что значит магия не сработала, или сработала мало. Она все время ходит и добавляет, и все хуже и хуже. Там уже такая уже сумасшедшая нагрузка на этого человека, его уже на части рвет, понимаете? Над ним 3 беды уже висит. Вот такая ситуация. Как у них там все происходит? Очень плохо у них происходит. Смотрите, вот огромный камень и луна. Как у них все происходит? Через одно место у них все происходит. Там у них нет ни любви, ни общения, ни постели, ни разговоров. Там война идет, понимаете? Просто война. Двери квартиры закрываются и начинается война. Но когда они выходят из двери, она делает все, чтобы показать, что у них все хорошо, все замечательно, что они идеальная семья, идеальная пара, ничего плохого нет. А это игра. Игра на публику. Она какая-то, я не пойму, кто она такая. Она какая-то обездоленная, одиночка какая-то. Может быть, у нее семья какая-то
с придурью, извините, да, то есть там какая-то манерность не по статусу, там какие-то завышенные ожидания, что-то вот с женщиной с этой не то. Я не знаю, кто смотрит, жена вы, любовница, неважно. Знаете, что этот человек, он пропащий. И этого человека нужно, конечно, тут спасать, вымаливать, отмаливать, чистить. Ну, я не знаю, тут целый процесс выглядит. Но опять же таки, да, вы будете его спасать, а она его дальше будет травить. Знаете, мне очень жаль этого человека, очень жаль, что вот так у него в жизни все случилось, произошло. Человек о вас. Но я могу сказать лишь только одно, что вы для него как мечта. Вы для него как какая-то фея, да, какой-то ангелочек. Он понимает, что с ангелочком быть нельзя, что с ангелочком отношений не построишь, что ангелочек живет в другом мире. Он все это понимает. Вы для него надежда, которой он живет, надежда, которая ему помогает, которая его поддерживает. Вы та, кто помогает ему справиться с какими-то трудностями жизни, бытия. Ведь ему так сложно, ведь ему так трудно. У него и по здоровью проблемы уже начались. Он себя очень плохо чувствует, разбитым чувствует. Вы понимаете, у него внутри как будто бы ничего нет. То есть он как человек-костюм. Его используют всякие там низшие плазмоиды, сущности, в него входят, в него выходят. Человек сам себя может не контролировать. Человек может неожиданно становиться злым, агрессивным, может даже ударить, может оскорбить, обозвать, способный на всякие гадости. То есть раньше он таким не был. Человек как будто бы в один день изменился. Да? То есть вот, например, это ваш муж, и вы с ним жили, все было хорошо. И потом в один день вот пришел совершенно чужой человек с холодным взглядом, собрал свои вещи, просто ушел. Да? Либо стал вот таким холодным-холодным, пока и не ушел. Да? То есть здесь именно момент магии очень сильно сработал. Здесь человека настолько сильно оморочили, что он просто уже не он. То есть это не ваш там Леша, Петя и Сережа. Нет, это совершенно другой человек. Это даже уже может быть и не совсем человек. Это уже как контейнеры для каких-то сущностей, да, которые вот его используют как домик. Запросто. Вы понимаете, как страшно делать такие вещи. Вот запомните, ни одного человека магия не сделала счастливым. Нету этого. Может быть, там что в фильмах показывают хрень какую-то, но поверьте, это все пустое. Я очень долго в этом работала. Более 10 лет я занималась именно конкретно оккультизмом, магией. И еще раз говорю, я очень сожалею о том, что я делала. И каюсь по сей день. При этом, еще раз говорю, никогда я не видела, чтобы магия делала человека счастливым. Никогда. Это все приводит к очень отрицательному результату. Вы понимаете? Искушаться, соблазняться на это никогда не стоит. Никогда. Вот прям запомните. Что я хочу сказать по поводу этого человека. Мне очень жаль, что у него так сложилось. Мне очень жаль, что ему такое выпало. Но я так понимаю, что это неспроста. Возможно, это его карма. Возможно, он все это должен был пережить, попробовать, испытать. Может быть, он кармически зависимый человек. Просто так абсолютно здорового, нормального человека не испортить. Но как бы там ни было, лично я вам порекомендую просто забыть. Я не рекомендую вам бороться, потому что, да, вы можете его там подчищать, спасать, он будет приходить к вам, но опять же таки он будет брызгать на вас вот этим всем негативом. Этот человек уже токсичный. Спасти его, да, в принципе можно, но это может быть там, я не знаю, 1 из 100. 1 из 100 девушек сможет это сделать. Почему я так говорю? Да потому что здесь какой-то невероятный процесс должен пройти. И плюс это возможно лишь при условии, что этот человек не будет посещать, либо встречаться с той, кто его постоянно портит. Она же, понимаете, она ему и подливает, и подсыпает, и подкладывает. Она ему делает все, что можно, она ему делает. Поэтому здесь либо он от нее будет заблокирован, ограничен, что у нее не будет доступа к нему, и то она может там фотографиями пользоваться, но, слава богу, фотография — это не живой человек, там немножечко послабее будет все. С другой стороны, придется очень долго его отмаливать, отпрашивать, откупать, очищать. Очень сложный процесс, очень.
Прежде чем для себя решить, стоит ли вам в это впутываться, хорошо подумайте. Я вот прям рекомендую вам хорошо подумать и решить, стоит либо не стоит. Она просто так не сдастся. И эта змея, она не сдастся. Она, знаете, какая она подлая, она пакостница. Она ж, понимаете, поганка, она испортила не только ему жизнь, но и себе испортила, да, и вам испортила. Этот человек, он, конечно, уже тут одной ногой, извините, между двух миров живет уже. Мои дорогие, я тут бессильна, я не могу вам тут конкретно что-то сказать. Конечно, у каждого своя ситуация, нужно в каждой отдельной ситуации конкретно смотреть. Но, честно, я не вижу здесь благоприятных каких-то исходов. Либо через такой колоссальный труд, через такие вложения. Эта ситуация, это даже не один год уйдет на то, чтобы все это снять и убрать человека. У него уже деструктивная программа запущена, понимаете? А она еще прибавляет. С каждым месяцем она прибавляет. Она это делает. То есть настолько у нее паника, что вот она его потеряет, что он от нее уйдет, исчезнет, что она уже остановиться не может. Ну, мне жаль, что я могу сказать. Мне жаль, она ответит, она получит свое. Этого мужчину мне тоже жаль. Хотя, с другой стороны, просто так, еще раз говорю, хорошего, здорового человека не испортишь. Мне вас очень жаль, что вы переживаете за того, за кого уже переживать не стоит. Мои милые, вы извините за такое грустное предсказание. Возможно, я еще буду делать такие гадания. Будем смотреть, что там происходит. Но на сегодняшний день все очень грустно и печально выглядит. Вы уж простите, не судите строго. Я желаю вам счастья, я желаю вам добра. И берегите себя. Берегите тех, кого любите. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.